Бесплатное потребление газа для жителей Ингушетии стало делом привычным, в связи с чем сотрудники «Газпрома» продолжают проводить рейдовые мероприятия по злостным неплательщикам. Сегодня проверяющие в гостях у абонентов Якажева. План таков: кто не платит, автоматически остается без коммунального ресурса. В одном из домов по улице Назрановской долг перевалил за 100 тысяч рублей. مت عم بس بيرو سن بنوي تاق سخان حديث تزخش اشت عين تزخش دي هن تاق هنز از ده كان ساد ازش هنز خبط بي شبط بي ها شستو يسد مو مسبي تشم بتستودش عشان Хозяин дома был в недоумении, откуда взялась такая сумма, но адекватно воспринял ситуацию и тут же решил оплатить часть задолженности, а после уже планирует в главном офисе компании разбираться со своим вопросом. Далее на очереди улица Свободная. В одном из домовладений хозяин задолжал газораспределительной компании 500 000 рублей. Опять же, владелец дома не понимает, откуда образовалась такая крупная задолженность. В данный момент нормативное начисление по квадратуре адет чуваха. Ценовые рассрочки гюхан. Цухатиач ахча рассрочки гюхан. Хай постепенно из аж дошло да. А из рассрочки езет сун из ахча азлудат аях ждали гастер ахвадуха. Азлудат смеяц аз оплаты мию, аз оплатить мию. По мере возможности оплатить газ по хожу из газ масун так должен даст. Не обновив счетчик, так и получилось, что за несколько лет хозяин домовладения стал должником на внушительную сумму. Счет накапливался по норме потребления. Абонента поставили перед выбором: либо он оплачивает свою задолженность, либо его дом полностью отключают от газовых сетей. Так как долг не маленький, ему предоставили возможность разбить оплату за газ на части, но для этого ему обязательно нужно внести хотя бы 30 тысяч рублей. Владелец домовладения сначала выбрал второй вариант, говоря, что денег нет, но как только мастера начали резать трубу, передумал, отдав часть задолженности на месте. А вот по следующему адресу сумма долга уже перевалила за 1 000 000. На стук так и никто не вышел, сотрудники «Газпрома» решили отсоединить абонента от газовых сетей, а задолженность уже будет взыскиваться через судебных приставов. Почти на каждой улице села Якажева суммарная задолженность всех абонентов начинается с 10 миллионов рублей. Задолженность наших потребителей в этом селе составляет порядка 800 миллионов рублей. Это примерно за 5 месяцев этого года процент платежа по селу данным составляет около 16-17%. То есть у нас большая часть села является задолженниками по отношению к «Газпрому». Для усиления платежной дисциплины нами предпринимаются, конечно, непопулярные меры, как, допустим, сегодня, это в том числе и отключение злостных неплательщиков. Стараемся убедить наше население к тому, чтобы оплачивали за потребленный газ, что это необходимо делать своевременно. У людей, у которых нет возможности своевременно платить, нами предусмотрен в соответствии с действующим законодательством и рассрочка задолженности. То есть человек при наличии большой задолженности может прийти к нам в наше отделение, заключить соглашение о рассрочке задолженности, чтобы он мог частично оплачивать с учетом текущих платежей. То есть, если же сам потребитель не видит своей ответственности в том, то приходится, конечно, принимать вот эти непопулярные меры. Сотрудники ежедневно проводят рейдовые мероприятия, выявляют задолженности, практически всегда идут навстречу, предлагают расплачиваться долями, чтобы абоненты смогли пользоваться газом и погашать сумму постепенно. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.